Наверняка у каждого из вас смешариков есть свой нелюбимый персонаж. Зачастую людям не нравится персонаж по-разному. Например, из-за характера, поступка или персонаж просто тебя бесит своим голосом или внешностью. Вот и у меня. Человек, который смотрел все серии смешариков, есть свой нелюбимый персонаж. И среди всей круглой девятки мой нелюбимый персонаж, который я терпеть не могу, а также не нравятся поступки, которые она вытворяла. И это Нюша. Наверняка зрители этого канала разделились на два лагеря. Один лагерь на то, что почему, а второй лагерь, который со мной солидарный. В этом видео я расскажу, почему именно Нюша мой нелюбимый персонаж. Пройдемся по ее биографии, и это не шутка. А также проведем расследование и узнаем, какой больше всех персонаж раздражает. Ну что ж, без лишних слов к видео. У меня есть такая книга под названием «Большая книга смешариков». Казалось бы, при чем тут книга? Но в этой книге есть некоторые факты по смешарикам, которые в самом мультсериале нельзя увидеть. Ведь помимо комиксов по мотивам мультсериала, в книге есть биография каждого смешарика, среди которых есть и наша героиня. Известно, что она родилась 13 июля. А дальше я просто процитирую текст из книги, чтобы вы побольше узнали о Нюше. Нюша самая настоящая девочка, и это всем все сказано. Жизнь ее полна приятных забот. Дни напролет Нюша учится хорошим манерам, мечтает о принцах, ест конфеты и ходит на свидания. А в свободное время от забот занимается художественным свистом. А еще Нюша любит собирать знаки внимания, подарки, комплименты и букеты цветов. Если знаков не хватает, Нюша выкинет что-нибудь эдакое и все внимание заберет себе. Помимо биографии, есть еще небольшое интервью с Нюшей. Что я больше всего люблю на свете? Ой, ну это просто. Я люблю разные приятности. И риски есть, про принцев мечтать, перед зеркалом прихорашиваться. Что-то еще забыла. Важно очень. Точно, получать подарки. Это моя самая приятная приятность. Хотя дарить подарки тоже интересно. Особенно если даришь хорошему человеку. Мне, например, вот что мне подарить? Вкусную булочку из блестящих шариков, полезность какую-нибудь или... Нет, дальше придумывать не буду. Пусть лучше будет сюрприз. Неожиданное что-нибудь, но красивое. Хорошо, что день рождения у меня завтра. Подарков надарят, наверное, целую гору. Дальше идет комикс серии «День рождения Нюша». Ну, в принципе, дальше эта книга нам не нужна. По сути, в книге все правильно написано. По характеру она добрая, и все. Мне кажется, к Нюше надо добавить еще несколько качеств. Ведь если посмотреть внимательно серии смешариков с участием Нюши, то можно заметить, что у Нюши есть ЧСВ. Для тех, кто не шарит, ЧСВ – это аббревиатура, которая значит «чувство собственной важности». Нюша можно назвать такой, например, в серии «Трюфель», где она всячески пыталась сделать все, чтобы попробовать этот трюфель, и всячески мешала конкуренту Крошу и Ежику. Но при этом ее конкуренты выигрывали, и даже не один раз. В первый раз провели лотерею, по итогу которой выиграл Крош. Но Нюше этот результат не понравился, и она потребовала провести реролл, что в итоге и сделали. Но только вместо Кроша тут Ежик, который вообще не хотел участвовать. Нюша хотела испортить репутацию Ежика, чтобы голоса отдали именно ей. Она выкатила целую презентацию, почему именно она, а не он, обязаны попробовать трюфель. Крошу, причем не Ежику, это не нравится и решает... По итогу выборов победил Ежик. Но Нюша, несмотря на это поражение, все равно съедает трюфель. Хоть как оказалось, что это не трюфель, а какой-то сорняк. Также можно привести пример еще одну серию азбуки финансовой грамотности «Подарок», где Крош, Ежик и Бараш взяли кредит на подарок Нюши, некую электрощетку. Ну, казалось бы, подарили не подарок, но взяли они кредит. Нюша-то тут при чем? А теперь обратите внимание на конец серии. Мальчики, спасибо за подарок. Я правда хотела маникюр-машинку. Интересно, сколько стоит эта маникюр-машинка? Также еще одно качество Нюши можно было заметить в мультфильме. Это продажность. Давайте посмотрим серию «Горы и конфеты», где Нюше не нравится смотреть с Барашем на горы. И она на этом решила сделать бизнес, чтобы было выгодно ей и Барашу. Правда, вместо денег тут конфеты. Также и в серии «Настоящие ценности», где, как и в прошлой серии, но вместо конфет тут морковки. Ну и самый удивительный момент, где можно заметить необычный прайс Нюши.
1 час 10 морковок и 2 часа 20 морковок. Еще одно качество Нюши — это зависть. Например, можно взять 2 серии новых приключений: Шуша и Новогодний эфир, где появляются 2 персонажа женского пола — Шуша и Игогоша, которые приехали в Ромашковую долину по-разному. Шуша приехала на конкурс талантов, где участвовала Нюша, а Игогоша приехала в Ромашковую долину для того, чтобы снять репортаж о том, как отмечают Новый год в глуши. В итоге в конце обоих серий Нюша делает вывод о том, что не надо завидовать. Также мне не нравится отношение Нюши к другим смешарикам. Иногда любит поспорить и плакать по любой ситуации. Типа платье вышло из моды или по еще одной абсурдной причине. Особенно она очень сильно задолбала Бараша, который все время ее терпит. Единственный, кто не вытерпел Нюшу, это Крош в серии «Ее звали Нюша», который поставил ее на место. А меня зовут Крош, что означает «кончай ходить за нами». Теперь мы можем называть тебя Маланья, что означает «черная». С другой стороны, некрасиво поступил, но с другой стороны, красавчик. Ладно, возможно, я налил много воды, и скорее всего в комментарии будут защитники Нюши. Но я хочу сказать, это мое мнение, так что не надо мне ставить дизлайки и спамить в личку. Помимо этого я решил узнать, а меня вообще единственного бесит Нюша. Поэтому я решил покопаться на форуме Мира Смешариков. И знаете, в чем проблема? Здесь нет такой темы по типу «Какой персонаж из смешариков вас бесит?». И поэтому я решил создать эту тему. Но, скорее всего, зря, так как под этой темой никто не написал. Ну, и я сделал все, что смог. На форуме Мира Смешариков я не нашел. Но при этом я нашел такую же тему, но только на другом форуме. На форуме Доты 2. И я не шучу, там на полном серьезе это обсуждают. Автор, тебе лечиться надо! А мой бог, да сколько вам лет? У меня сестра 5-летняя смотрит их! 19 лет в общаге смотрим! А Патыча бы отбарабанил мамам! Такая пышечка, секс! Ладно, вот нормальные ответы. Нюша самая мерзкая, бесит дико. Нюша юзлес Крош тащит. Ежик из себя строит недобыдло. Плюс Нюша тоже бесит, а вот ежик крутой самый. Заяц бесит, ежик норм, пацик. Лопатчибо, как его там... Ибо черный. Захотелось выложить картинку про Копатыча и гомосексуалов, но передумал. А какой персонаж вас бесит? Напишите в коммент. Хотя напишите на форуме Мира Смешариков. Зря что ли тему создавал. И на телег подпишитесь.